Мировая пандемия коронавируса вносит свои коррективы в повседневную жизнь всего человечества. Однако есть процессы, которые лучше проводить с помощью специалистов, например, рождение новых людей. Сегодня мы попытаемся узнать, как происходят роды в этих нелегких условиях. Это отделение провизорное открылось как подразделение акушерского инфекционного отделения перинатального центра ЕРКБ для беременных и родильниц с диагностическими клиническими симптомами ОРВИ, легкими степени пневмонии. Потому что на сегодняшний день, как оказалось, что это очень актуальная тема, и таких женщин просто ни один стационар невозможно их положить. Что касается беременных и родов, я могла бы сказать, количество беременных с коронавирусной инфекцией, конечно, гораздо больше, но через наш перинатальный центр прошло порядка 35-38 родов с коронавирусной инфекцией женщин. В том числе первый случай был в тяжелой форме коронавирусной инфекции, с тяжелой пневмонией. В общем, женщина благополучно выписалась с ребенком. На фоне тех случаев, которые мы наблюдали у нас в перинатальном центре, не было осложнений со стороны детей, все дети родились здоровыми. Рано, конечно, делать выводы, и потом еще настолько коронавирусная инфекция не изучена, поэтому исключать, допустим, вертикальный путь передачи от матери к ребенку мы тоже не можем. Хотя на практике таких случаев у нас не было. Все операции кесарево сечения были этим женщинам с ковидной инфекцией сделаны только по акушерским показаниям. Часть женщин с коронавирусной инфекцией родили самостоятельно, благополучно, через естественные родовые пути. Вообще наш перинатальный центр, он работает на всю республику. Конечно же, это наше отделение тоже работать будет на всю республику, для всех женщин. Наше здравоохранение, Министерство здравоохранения, оно сделало все необходимое, чтобы организовать доступность медицинской помощи, в том числе беременным женщинам. В женских консультациях города, и также в районных женских консультациях установлены онлайн-консультации, дистанционные консультации с беременными. Но если есть такая необходимость, в женских консультациях организованы группы, которые выезжают на дом, делают активный патронаж, консультируют и при необходимости решают вопросы госпитализации. То есть стационары перинатального центра и женские консультации, ковидные группы поликлиник, мы работаем все в тесной связке. Как раз сейчас мы подводим итоги по 6 месяцам, и я бы сказала так, что в сравнении с прошлым годом у нас не уменьшилось количество родов, а практически даже в этом году на 2 случая больше. Это по предварительным данным. А почему нет? Потому что, я считаю, и многие коллеги мои считают, что пандемия коронавирусной инфекции – это не табу для деторождения. То есть демографическая ситуация все-таки должна расти вверх. И даже если брать исторические случаи, у нас всегда демографическая ситуация выравнивалась, то есть имеет некую синусоиду. Есть какой-то спад, потом опять же все равно есть подъем. Как раз к 2026 году мы ожидаем такой подъем. Во-первых, новоиспеченным беременным я бы порекомендовала все-таки соблюдать режим самоизоляции, не загорать, не купаться в общих водоемах, поскольку последние данные, клинические данные говорят о том, что большая часть женщин беременных, которые заразились ковидом, они посещали места общего, на берегу реки отдыхали. Поэтому, пожалуйста, самоизолируйтесь, носите маски, мойте чаще руки, и все будет прекрасно.